Съемочная группа телепередачи «Тайные истории» находится в Абхазском государственном музее. И сегодня у нас необычная тема – пресмыкающиеся Абхазии. Знает ли абхазский зритель о том, что у нас в республике 9 видов змей, и только 2 из них ядовиты? Об этом и о многом другом расскажет нам сотрудник отдела природы Астанда Смыр. Итак, змеи Абхазии. Астанда, расскажите нам об этих пресмыкающихся. Я думаю, многим телезрителям эта тема будет интересна. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о интересных животных, одна мысль о которых вызывает панический страх у большинства людей, и это змеи. Змеи – холоднокровные животные, относящиеся к классу пресмыкающихся, отряд змей. Крепкая роговая чешуя, наподобие черепицы, которая покрывает их тело, защищает змей от различных травм. Что же касается окраски и рисунка, они большей частью приспособлены к условиям окружающей среды. Змеи – хищные животные, но характер их пищи у различных видов и возрастов разный. Одни змеи питаются грызунами, другие – ящерицами, третьи – птицами, а многие поедают и тех, и других. Молодые особи в основном преследуют насекомых, так как с крупной по размеру добычей им не справиться. Змеи уничтожают много животных, которые служат им пищей, но и они пища для многих четвероногих и пернатых хищников, для лисиц, куниц, орлов, цапель и так далее. В природе при появлении человека любая змея пытается скрыться, по крайней мере, виды, которые встречаются у нас. Попытаться укусить она может только в том случае, если вы начнете ее дразнить, ловить или если на нее случайно наступили. Во всех остальных случаях змея уползает, как правило, раньше того, как вы успеете ее обнаружить. В Абхазии встречается 9 видов змей. Из них ядовитыми являются только 2 вида. Это гадюка динника и гадюка казнакова. Остальные никакого вреда человеку принести не могут. Начать свой рассказ я бы хотела с медянки. Адзырлашапш. Хотелось бы отметить, что в результате длительного нахождения в растворе формалина окраска змеи может существенно искажаться. Вы это заметите, когда я буду более подробно рассказывать о каждом виде. Итак, медянка. Змея средних размеров, редко ее длина превышает 70 сантиметров. Окраска верхней части может меняться от лимонно-желтой с розовыми пятнами до медно-красных, темно-коричневых и серых тонов. Самцы чаще окрашены в красноватые тона. Широко распространенный, но немногочисленный вид в горах и предгорьях Абхазии поднимается до альпийских лугов включительно. Медянка в основном питается мелкими насекомыми, мелкими животными. Добычу покрупнее, например, грызуна, она убивает, обвиваясь вокруг нее кольцами. При этом бывает, что используют токсичную слюну для парализации, ведь ее размер не настолько большой, чтобы она могла придушить свою жертву. И тем самым она ее парализует. Но не стоит забывать, что токсин у нее вырабатывается в очень ограниченном количестве, в малом количестве, и крупному животному, а тем более человеку, медянка никакого вреда принести не может. Пойманная змея шипит, кусается, чем заслужила славу ядовитой змеи, и ее очень сильно боятся. В Абхазии встречаются разные виды полозов. Абричманмат. Первый из них – это эскулапов полоз. Сравнительно длинная змея. Размеры ее доходят до 2 метров в длину. Окраска верхней части абхазских экземпляров черная или оливково-бурая с тонким белым сетчатым рисунком. Эскулаповые змеи в основном приурочены к лесным скалистым ущельям в районах предгорий и поднимаются до высоты 500-600 метров над уровнем моря. Кстати, изображение этой змеи дано на всем хорошо известной эмблеме медицины. Эта змея, которая обвивает чашу, это именно эскулапов полоз. Обитает он в основном на открытых сухих участках.
При этом может развивать хорошую скорость перемещения во время охоты. Он преследует или подстерегает свою добычу, хорошо взбирается на деревья, может взбираться даже на отвесные стены, используя любую неровность в качестве опоры. У эскулаповых змей описан так называемый брачный танец, когда самец и самка обвивают друг друга задними половинами тела, передние поднимают вверх, и в таком положении они способны ползать. Крупные медлительные змеи в природе практически не имеют врагов, помимо некоторых млекопитающих, ну и встречи с человеком для змей заканчиваются печально. Занесен в Красную книгу. Этот вид реликтовый, то есть реликтовыми мы называем виды, которые сохранились из прошлых геологических эпох, подлежит охране. Численность этого вида невелика, и с каждым годом она постоянно сокращается. Следующий вид – это оливковый полос. В длину достигает 80-90 сантиметров. Краска светло-коричневая, брюхо блестяще кремовое. В основном оливковый полос обитает на щебнистых склонах гор, среди кустарников и редколесий. Местами поднимается до высоты 2200 метров над уровнем моря. Обычно его можно было встретить в садах, на виноградниках, на развалинах старых построек. Отличительной особенностью этого вида полоза является то, что он лишен способности шипеть. И при появлении опасности он всегда пытается скрыться. Сокращение численности этого вида заставило включить его в список видов, нуждающихся в слежении за состоянием популяции. Желтобрюхий полос, последний вид полоза, который у нас встречается, это крупная змея. Ее длина может составлять 2-2,5 метра. Окраска оливково-серая, брюхо желтое. В основном желтобрюхий полос встречается также в садах, на виноградниках, на окраинах населенных пунктов. И, кстати, он тоже набирает хорошую скорость движения, его бывает трудно догнать даже бегущему человеку. То есть он развивает достаточно большую скорость. Также лазает по деревьям, активен в основном в светлое время суток. Добычу он преследует или подстерегает, преодолевая значительные расстояния. Желтобрюхий полос по праву считается самой агрессивной из имеющихся у нас змей. При встрече с человеком крупные представители могут принять угрожающую позу, начать шипеть, напасть на человека с целью напугать. Хотя укус полоза не ядовит, он достаточно болезненный. Занесен в Красную книгу, подлежит охране. По берегам водоемов на территории Абхазии мы часто можем встретить безобидных, но достаточно крупных змей, и это ужи, адзырлаш, или еще их называют адзымат. Самый распространенный вид – это обыкновенный уж. Он населяет почти все побережье Абхазии, встречается в самых различных местах. Но чаще всего это берега водоемов, где он обитает и добывает себе добычу. Обыкновенный уж внешне его легко отличить от других видов змей по ярко-желтым отметинам или ярко-желтыми ушами. Они чаще всего желтые, реже бывают белые и оранжевые. Самки, как правило, крупнее самцов, и в длину уж может достигать 2,5 метров, но чаще в среднем их длина до 1,5 метров, около 1,5 метров. Поднимается в горы до 1800 метров над уровнем моря. Основу питания составляют у него земноводные. Врагами уже являются цапли, хищные птицы и некоторые млекопитающие. Самый распространенный, самый многочисленный вид у нас в стране. Уж водяной, тоже достаточно крупная змея. Нередко ее длина бывает чуть больше 1 метра. Окраска в основном серая, с рисунками из пятен, но встречаются особи темного цвета со слившимися пятнами. Большую часть времени уж водяной пребывает в воде, изредка отползая от нее на незначительные расстояния. Предпочитает чистые текучие воды. Питается земноводными, рыбой, которую он добывает в водоемах.
испуганный уж шипит и расширяет кожу на затылке, отчего его голова становится более плоской, утолщенной, тем самым он напоминает серую гадюку. И его очень боятся, считают ядовитым, но в то же время он также достаточно многочислен. Уж колхидский. Крупная змея в длину достигает 130 сантиметров, интенсивно черного цвета. У взрослых особей отсутствуют белые затылочные пятна, то есть ушек у них нет. Молодые особи окрашены в черный цвет с черно-белым брюхом, и у них имеются белые отметины на затылке. Этот вид может подниматься до субальпийского пояса, приспособлен к жизни в стремительных горных реках. Его основу рациона также составляют в основном земноводные. Черный цвет, отсутствие каких-либо пятен на затылке при встрече с человеком вызывает мысль о том, что перед человеком находится опасная гадюка, и эту змею убивают при любой малейшей возможности. Хотя на самом деле это просто уж безобидный, никакого вреда человеку он не принесет. Редкий реликтовый вид, эндемик Западного Кавказа, то есть это вид, который имеет ограниченный ареал распространения, занесен в Красную книгу и подлежит охране. Далее мы с вами переходим к представителям ядовитых змей, и это гадюки, аматапш. Гадюки не агрессивны. При появлении человека они стараются максимально использовать свою камуфлированную окраску или просто уползают. Попытаться укусить она может в том случае, если вы ее поймали, если провокации со стороны человека или на нее случайно наступили. Во всех остальных случаях змея уползет. То есть если вы ее увидели, дайте ей уйти, она уйдет сама. Не надо ее дразнить, пытаться поймать. У нас встречаются два вида. Это гадюка динника первая. Гадюка динника небольшая змея, редко ее размер превышает 50 сантиметров. Окраска, основной фон варьирует от серого до ярко-оранжевого с черной зигзагообразной полосой на спине. Встречаются в природе особи цвета старой бронзы, без полоски на спине, или же меланисты. Вот меланисты чем отличаются от остальных видов? Меланисты особи гадюки динника, они интенсивно черного цвета. То есть у них нет никаких пятен, никакого рисунка, они интенсивно черного цвета. Гадюка динника была названа в честь крупного зоолога и географа Николая Яковлевича Динника. Встречается она в основном по всему Среднегорью и Высокогорью, исключая Невальный пояс. Суровые условия обитания предопределили рацион гадюки. Она питается мелкими животными, которые умерщвляются укусом. Допустим, если тушка застряла в трещине или норке, гадюка ядопроводящими клыками, зацепив тушку, вытаскивает ее на более ровное место и затем неспешно заглатывает. Этот вид эндемик Большого Кавказа. Ограниченный ареал распространения. И общая низкая численность этого вида заставила его включить в Международную Красную книгу. То есть этот вид подлежит охране, и он и так немногочисленный, а люди постоянно при виде этой гадюки стремятся ее убить. Гадюка Казнакова. В 1909 году знаменитый Юрий Николаевич Воронов на своей усадьбе в Цибельде обнаружил ярко окрашенных змей с черным широким зигзагом на спине. Отловленные 5 экземпляров были отосланы профессору Александру Михайловичу Никольскому. В том же году Никольский описал новый для науки вид – кавказскую гадюку, а свое латинское название, чаще которое мы произносим, она получила в честь замдиректора по научной части Кавказского музея Александра Николаевича Казнакова. Небольшая змея, редко ее длина превышает
65-70 сантиметров. Реликт третичного периода сохранил в окрасе яркие краски былой тропической природы. Встречаются особи лимонно-желтые, малиново-красные, оранжевые, чаще всего с черным широким зигзагом, но бывают и просто с черной ровной полосой на спине. Реже встречаются меланисты, но у особи гадюки Казнакова среди меланистов имеются яркие пятнышки на нижних щитках, то есть их легко отличить, хотя я сомневаюсь, что кто-то будет их рассматривать. Этот вид встречается в основном в предгорьях до высоты 1000 метров над уровнем моря. В основном обитает на открытых солнечных участках, заросших кустами ежевики и буйством папоротника-орлика. Эти змеи прекрасно уживались по соседству с человеком на возделываемых землях. И только прямое уничтожение человеком заставило включить гадюку Казнакова в список исчезающих видов в Международную Красную книгу. Этот вид крайне-крайне редок. Помимо того, что он напрямую уничтожается человеком, так он еще и подвержен браконьерскому вылову из-за своей коммерческой ценности. В завершении мне бы хотелось поделиться небольшой интересной информацией, наверное. Немногие знают, что в Сухуми в 1925 году был серпентарий на месте современного института экспериментальной патологии и терапии. В этом серпентарии обитали многие виды змей. Это были кобры, песчаная эфа, щитомордник, гюрза. К сожалению, условия для обитания этих змей были недостаточно продуманы, и в холодную зиму змеи погибли. Большинство людей боятся и ненавидят змей. Сотни легенд, историй говорит о коварстве, жестокости и злобе этих животных. Именно поэтому встречи человека со змеей чаще всего заканчиваются трагически именно для змеи. Беспощадная борьба, которую издавна ведут люди со змеями, привела к резкому сокращению их численности во многих регионах нашей планеты. В отдельных местах они вовсе исчезли. Они вредны, говорят люди, и убивают ядовитых змей, неядовитых змей, безногих ящериц. Но, с другой стороны, змей, например, уничтожают популяции грызунов, которые наносят вред сельскому хозяйству. Яд змей используется для изготовления лекарств. Эти лекарства потом эффективны в лечении гемофилии, эпилепсии и ряда других заболеваний. В природе нет ничего вредного и ненужного. Все находится в тесной взаимосвязи друг с другом и обеспечивает целостность экосистем. Всю жизнь люди вели борьбу со змеями, змеи находятся по соседству, и для человека это представляет опасность. Но мы занимаем их среду обитания. То есть города расширяются, численность населения увеличивается, мы занимаем их территории. И это, конечно, приводит к столкновению. Не в пользу змей, так скажем. Да. Ну вот даже змею считают виновником того, что человек потерял рай, да? Змей-искуситель, который соблазнил Еву, и люди потеряли рай, да? Наверное, еще с тех времен. Астанда, но у меня вопрос все же такой. Если, не дай бог, все-таки жителя Абхазии укусила змея, как нам понять, это ядовитое или не ядовитое? Сперва надо начать с осмотра. Я, конечно, не специалист, но осмотрев ранку, если вдруг вы увидели две припухшие, достаточно болезненные ранки, значит, скорее всего, вас укусила ядовитая змея. Если количество укусов больше 2, то это не ядовитая змея, никакой опасности для вас нет. Болезненность может быть, но в любом случае это не опасно. Значит, еще раз для наших телезрителей, если ранки 2, да, это ядовитая змея. Если же больше 2, можно не беспокоиться, это не ядовитая змея.
Да? И еще один вопрос останется у меня такой. Почему, как вы думаете, это пресмыкающее называют гадом? Очень часто. Ну, в народе вообще закрепилось за змеями в основном такое выражение, что это вот гады. А если говорить с точки зрения науки, в 18-19 веке в систематике животного мира употреблялось понятие гады для животных без перьев и шерсти. И только в начале 20 века уже появляется систематика нам с вами известная, и пресмыкающиеся земноводные разделились. Но понятие гады так и осталось за змеями. То есть гады – это не ругательное слово? Уже скорее даже больше Но ругательное. когда-то было не ругательное. Нет, когда-то это было даже научное. Ну вот подытаживая нашу с вами ваше сообщение, хотелось бы сказать, все-таки вы неоднократно это говорили, о том, что змеи Абхазии не агрессивные. И если их не тронешь, они тебя просто не укусят. Да, они никакого вреда не принесут. Их нужно защищать, их нужно сохранять, потому что они неотъемлемая часть звеньев природы. То есть мы их уничтожаем и тем самым нарушаем целостность экосистемы. Они нуждаются в защите и нуждаются в охране. Спасибо за такую познавательную информацию. Спасибо. Нашим зрителям всего доброго.